Ток поступает очень медленно. Так, беленький на связь не вышел. Беленький на связь не вышел. Проверь, пожалуйста, идет вообще трансляция? Такой плохой интернет, вообще непонятно стало. Я в эфире уже. Так, ладно. То, починаем, все хорошо. Ладно, добра. Поважане господарство, сьогодні у мяне у студыі на дыаспоры лайф былі палітвязень, палітзаключённы Зміцер Канеўскі. Вось, звярнуўся ён да мяне па дапамогу, трапіў ён у ДТЗ, вось. І зараз мы пра гэта паразмаўляем. Зміцер, прывітанне. Добрый день. Слухай, расскажи пару слов, пару слов. Тебе посадили за комменты, так? Так, за комментарии. За комментарии Это было... супраць Лукашенко. Я сябру дадам, што маці Зміцера, яна была актывісткай у спулцы Матулі 328. Памятаеце гэтыя гучныя гісторыі, калі садзіў рэжым за наркотыкі, вось, не разбіраясь. Я просто калі сядзеў у турме, вельмі добра з гэтай тэмай сутыкнуўся, вельмі шмат чаго даведаўся. Вось, не магу сказаць, што там все былі невінаватыя, но былі вельмі вялікія, на мой погляд, перабольшванні. То бок чалавек зрабіў на першую частку артыкула 328, ему давалі вторую, кто вторую, таму давалі трэцюю, карацей, там бешаныя срокі былі. Вось, і тады матулі васталі там за сваіх дзяцей, змагаліся. Вось, і твою маму таксама пасадзілі, яна ўжо таксама выйшла, так? Да, в этом году, в феврале месяце в начале. Сколько она отсидела? В общей сумме вышло вроде бы 5,8, если я не ошибаюсь. 5,8. Давали 6. 5,8. А ты сколько отсидел? 2,8, но общий срок у меня был 3. Я отсидел в колонии общего режима, в Волчьи Норы, в Вацевиче. Волчьи Норы. А в Польшу когда приехал? Ой, это был декабрь 24 года, ориентировочно. Может, чуть раньше. Вот. Ну и с тех пор работал, жил, все было замечательно. Ну вот, случилось то, что случилось. Слухай, а декабрь, 24, 25 год, полтора года уже живешь в Польше. А где ты працавал? Працуешь? Я с самого начала работал на теплицах, помидоры, огурцы. Такое, поскольку на официальной основе не мог работать. Вот, но ориентировочно с мая 25 года устроился на фирму, которая занимается монтажом дверей. Ну, отличная фирма, там ребята украинцы. Работал на них, ну, решил пойти дальше по стезю мебели, поскольку я вотчина. Ну и вот только перешел на новую фирму и выходил второй день на работу. Ну и не дошел. Слухай, окей, вернее, не окей. А калі не секрэт, колькі ты зарабляў там, калі гэта не секрэт? Просто мы тут как бы у гэтай праграме размаўляем пра людзей, якія як яны ўстроіліся ў Польшы, падабаецца, не падабаецца, якія перспектывы, колькі заробкі, калі гэта не таямніца? Это не таямница. У меня было месяц с месяца. Иногда было 10 тысяч злотых, иногда было там 11,5. Вот. Но при этом мне пришлось пахать. Без прекращения мне пришлось пахать. То есть у меня выходило 250-270 часов рабочих за месяц. Так, ладно, а где ты, и ты весь час здымаешь на съемную квартиру? Да. За сколько? У меня общая сумма выходит. Изначально я снимал комнату. Комната была довольно дешевая. Вот. Сейчас переехал, собственно говоря, в такой. Иначе, по условиям лучше.
Она стоит, сумма варьируется от месяца коммунальных услуг. Где-то бывает 1600, где-то бывает 1800. Можешь немножко ближе телефон взять к лицу? У тебя так пропадаешь иногда. Да-да, конечно. Слухай, вот так значно лепей. Ну ладно, давай тогда про твою. А ты женатый, не женатый? Дети есть? Нет, я не был. Не был женат, но сын есть, сын в Беларуси. Мгм. Мать тоже в Беларуси? Татьяна приехала, может, съехала с Беларуси или там? Вот она там. Она там, и пока на стопе у нее все эти дела, поэтому Мгм. пока вот не лезет ни во что. Так никуда, так не, а сенс куди лезть? Ты що, не бачиш, яка я житуха? Куди тут лезть? Куди тут Понятно. лезть? Слухай, давай, расскажи за гэтую аварию, тому что поважанное господарство мне сказал, значит, Змитер, которого я вообще не знаю, что ему потребна допомога. Я просто памятаю, мне как-то какая-то жанчына сказала, что у тебя там некие траблы есть. Я тебе сказал, это ты был, по-моему, не, приезжай до А, меня, там да-да-да. месяц-два пожить. Вось, ты сказал, Да, не, это там, ну, как бы это, вось. І верно. я, на жаль, не могу тебе нічим допомогти, кроме эфира. Ты сказал, что ты там звертался в фонды, там, то и сё. Давай поговорим про твою аварию. Цель моей программы, вот конкретно, что вось ты звярнуўся, показать тебе, может, тыя, хто табе ведаюць, убачаць, дапамогуць, тому что ты мне сказал, что все вельмі дрэнна. Вось. Что там было за ДТЗ? Где ты там трапил под машину? Ситуация такова. Я выходил на работу, это было утро. Часов, наверное, 7, я вот точно не помню. У меня оседла прилегающая территория. Одел наушники по своему обыкновению, иду в сторону трамвая. Ну и по прилегающей территории летел Volkswagen Жук зеленого цвета. Ну и меня подкинул на кокосе. Вот. У меня проблемы сейчас с ногой, сломано 3 ребра. Ну и очень сильно ударился локтем, благо не головой. Вот. Ну и, понятное дело, сходу же вызвали скорую, вызвали полицию. Вот. На этого гражданина будет составлено, я понимаю, или уже составлено уголовное дело. Во-первых, это было решение скоростного режима, и он был в нетрезвом состоянии. Ну, и плюс меня сбил. Вот. Насколько я понимаю, что, вот как мне сказала полиция, что меня будут вызывать, это будет в конце следующей недели, вот, для якобы на какие-то судебные процессы. А калі гэта было? Колькі дзён таму? Недели полторы назад. Полторы тыдня таму, так? І тры рабра сломали? Ну, я это умею делать. У меня очень много переломов за всю жизнь получилось. Очень плохо ударился. Ну, то бок полиция на место приехала и протокола не склали, так? Да, конечно. А у тебя он есть с собой? Ой, к сожалению, нет, они все Ладно, вместе если где-то в гледачы, моей вещи лежат. слухай, вось это вось гэты выпадак, что ты вось с ногой, я на экран сейчас вывел твой пост, там твоя нога, Мгм. и ты стоишь на зеленой кухне, так? Не совсем зеленая кухня, я лежал на кровати. Это в самой больнице. Вот, меня временно сделали такую фиксацию и наложили гипс. Вот, этот самый фиксатор по привозу меня, его, к сожалению, забрали, потому что не бесплатный. Вот, на данный момент, благо, вот, я выложил пост на Фейсбуке, один из людей откликнулся, у него есть такая штука, есть костыли, вот он мне на днях обещал их презентовать. А, то есть у тебя зараз на ноге яе няма, так? И у меня на ноге все, что есть, это тонкий слой гипса на перцовой кости. И на этом всё. Ты можешь показать, как там перабинтовано, чтобы люди поглядели, что там все на самом А, рэч? я я прошу прощения, я сейчас нахожусь на улице, и мне спускать штаны как бы А, не не, совсем спускать удобно. штаны не. Я ж думал, что у тебя там перамотано. Не, ну, спускать штаны не Не, трэба, ты что? Навошта нам такое? Я просто думал, что калі ў цябе нага такая, як у мяне на экране, то что там на нее телефон навёл, да и все. И все сразу бачаць, да? Точно. Если, в принципе, это будет необходимо, какие-то любые там доказательства, документы, все что угодно, да. Готов предоставить. Просто я сейчас на улице, повторюсь еще раз, очень будет мне неудобно всем этим заниматься.
Нет, ну понятно. Просто что я думал, что у тебя там доказы там с собой на телефончике скинул бы там то и сё, и я бы сразу их на экран вывел. То есть ты ж пойми, что люди, калі глядзяць, яны Я любяць, каб понимаю, конечно. у іх было перад вачыма, разумееш, там, а то ну так на словах там это тоже можа быць. Вось, но ты ж сам ведаеш, ты ж у Конечно, цюрагі конечно, сидзел, ну, понимаю, вось. понимаю. Так значит таго чела прызналі вінаватым, да? Да, да. А страхоўкі у цябе няма или У ёсць? меня вот только белорусская страховка от компании Купала. Благо, она покрыла какую-то часть. Но каким образом она это сделала, я, если честно, ума не приложу. Благо, что у меня был страховой лист, и по нему его оформили. Подожди, у тебя был страховка белорусская была? Да, это я ее делал, на самом деле, уже очень давно, она делается на 3 года. Вот. И, собственно говоря, когда я текал оттуда, мне сказали, что страховка очень сильно нужна. Ну и я ее сделал в очень кратчайшие сроки. Ага, ясно. Слухай, карацей, ты, значит, насколько тебя этот ДТЗ выбіла з жыцця, ну, я маю пад увагай жыцця працоўнага? Как, по словам врача, ориентировочно через месяц я буду ходить только в фиксаторе для того, чтобы, ну, как бы держать мое колено. Полное восстановление, ну, в районе 2,5 месяца. Глядзі, колькі стоіла твоя кватэра на Макотове? Вот апошняя, ты казаў 1700 в месяц, да? Всё правильно. И сегодня тебя оттуль попросили, так? Ну, вот я на данный момент оставил свои вещи у знакомого и сижу на улице. Ну, слухай, ну если ты не можешь ходить, тебе что, а кто тебе допомагал? Знакомая? Помогал с чем? Ну, ну, вещи перевозить, переносить, Да, носить. он пришел, взял мне мою сумку, я взял в руки чемодан. Вместе доехали до трамвая и поехали. Ну, то есть ты с сегодняшнего дня, получается, бомж, да? Или ты, ну, ось, буквально, у тебя няма сродкаў аплачваць жытло, так? Единственный шанс, который у меня есть, это вот благодаря посту, который я выкинул, мне человек, ну, помог на небольшую сумму, так что у меня есть шанс на сегодня хотя бы снять хостел на одну ночь. Ну, а что будет дальше, я ума не приложу. Ну, хорошо, а зберажэнні у тебя были? Я понимаю, что как бы там, я просто как бы удакладняю все. Ты ж працаваў, кажаш, атрымоўвал 10-12 тысячаў, можа, нейкія зберажэнні там, чтоб, ну, в жыцці ж всякае бывае. А то атрымоўваецца, ты Ну, трапіў у ДТЗ і праз тыдзень цябе ўжо как бы, ну, нічога няма, то бок тебя на улицу, ну, выганяюць. да, ситуация вся вот в чем. Я помог одному человеку, выручил его в надежде на то, что мне вовремя отдаст то, чем я ему помог. А он просто взял и пропал. Ну, Просто сколько ты взял ему и одолжил? исчез. Сколько ты ему Я ему одолжил? одолжил 2000 ему одолжил. Зовут его Алексей Крантовский, город Гомель. Наш земляк. Земляк? Политически тоже или нет? Нет, он свободно ездит туда-сюда. На словах он якобы с нами, а по факту так вышло. А ты в Беларусь не ездишь? Не, мне тут нельзя. Мгм. Так, слухай, ну, а ты звяртаўся, куды-небудзь там да нашых, фондаў антыкрызісных, Да, обращался, конечно же, обращался к мягкосям. Вот, они сказали о том, что у них пока приостановлена их программа помощи. Обратился в Байсол. Байсол несколько дней молчали, ничего не говорили, но вот сегодня, благодаря тому самому посту, который я вложил, вот они связались с полной формой и дано мне сдать. Так, слухай, так, ну вось напрыклад, блін, мне таксама гэта цяжка. Ну, ты сёння пераначуеш у хосцеле, да, хадзіць ты не можаш, цябе там, ну, фігова. Ну, как-то, Могу, блин, но очень сложно. ну, понятно, понятно. Могу, но очень сложно.
Ось, ну а как ты, ну, блин, я просто ведаю, знаешь что, я ведаю просто одного чалавека, які просто тупо бомжаваў. Ну, зараз у яго все выраўнялася, но ён как бы реально бомжаваў, бездомнічаў. Ну, Вось. А скажи, калі ничего, ласка, слишком. якая сума грошаў табе патрэбна? Ось, ну, напрыклад, ну, вось смотри, вось мала ли нас глядзіць які-небудзь такі чалавек, да, который который, блин, посмотрел, думает, ай, блин, давай ему там переведу там 1000 этих злотых или 2, чтобы он там себе за квартиру взял и не это. Ну, мало ли, такое же бывает. Сколько тебе треба грошей вот прям сейчас? Того, чтобы мне, в принципе, вернуться хотя бы в то самое жилье, там, где я жил, мне необходимо заплатить месячную стоимость. Месячная стоимость при учете той самой просрочки, которая у меня вышла. Как вот мне сегодня писал так называемый хозяин этой квартиры, он мне писал, что это 1750. Эту сумму я ему даю, и, в принципе, он готов мне отдать вещи обратно, и я буду себе жить дальше. Но при этом я не помню о том, что ежемесячный платеж идет не позднее 10 числа. Но вот у меня, к сожалению, была просрочка с 10 числа по сегодняшний. И, Ну, я правильно соответственно, понимаю, ты видимо, ему не смог. должен? Ты ему должен? Нет, он забыл сказать всё. Ну, точнее, забрал Опять всё. тебя плохо слышно. Забрал Возьми полностью ближе микрофон к кауцию. рту. Он забрал кауцию, в размере 1450 злотых. Вот. Ну и А, когда выставил меня словами, если, мол, типа, сегодня мне отзваниваешься, отдаешь мне лично в руки деньги, я тебе даю. понятно, понятно. Так. Ну что, сябры, я как бы, ну, показываю вам з метра, показываю вам беларуса, вы нас чуеце нашу размову, задавайте ему пытанне ў чаце, тому что я ж кажу, что я не знаю чалавека, я ніякім чынам не хачу мець там дачынення там да сбора, да размеркавання. Вядома, я оставлю его телефон. Слушай, я вот не понял, ты мне дал телефон, да, Мгм. этого чела и Да. сказал почему-то, что это не, ну, что туда можно на Блик перечислять деньги. Я не очень понял, а почему у тебя карточки нет? Ну, то есть проще было Очень бы твою карточку кинуть в описании на карточку, там, Коневский, люди кидают гроши, а ты даешь телефон другого человека. Как-то, ну, это так не очень зразумело. Для меня, может, я старый, я что-то, может, не секу. пояс поясняю. Я на протяжении уже долгого времени хожу по многим банкам, пытаюсь себе открыть счет. Очень многим белорусам просто отказывают в изготовлении счета. Я над этим греюсь, что не первый просто месяц. И ничего, к сожалению, сделать не могу. Очень многих спрашивал. Мне говорят, для того, чтобы мне открыть счет, мне нужно умова працы. А умова працы не подписывают без банковского счета. И вот над этим уже просто сломался. Я работал по излицении. Излицении мне счет не открыли. Ни в одном банке. Ну, окей, а И на вот твой уговор. телефон, почему тебе на Блик не нужно? На твой телефон? У меня счета в банке. У меня нет карты. Я просто рассчитываюсь только А, наличными. все, понял. Сябры, я оставлю телефон, значит, ну, смотрите как бы сами, да. Я очень надеюсь, что кто-то, кто тебя знает, вот, смотри, что тебе тут пишут. Так можно в шелтер пока пристроиться, ведь, говорят, много для наших всяких домов открыли. Вот Федоренок, знаешь, где шелтер наш? Нет, не знаю. Ну, блин, надо, значит, узнать. Ну, в смысле, он в Варшаве, есть шелтер, может, там тебя примут на пару дней? Или там Надо на будет тыдзень, поинтересоваться. может, там места есть. Надо будет попробовать, конечно. Мне только знать бы, где его искать. Это было бы здорово. Не, ну в Варшаве шелтер есть, я там даже был. Он находится не в самом центре, где-то, блин, ближе к краю, не знаю к какому, но я там был, частный сектор там двухэтажный. Вот, вот. Так, всем привет. Так, всем привет. Капец, в фондах няма грошаў. Так, тут какой-то
какой-то человек, наверно, твой знакомый из зоны. Я не буду его читать, потому что у него, не и он себе не называе, может, он накидвае, но и он про тебе піша адмоўныя тут рэчы. Пра сігарэты, пра турму. Ну, гэта вашы справы, пра Вільнюс. Вось, окей, окей. Так, ну, сябры, я как бы, ну хорошо, ты можаш сказаць, чаму людзі цябе павінны паверыць? Вось проста. Скажы, чтоб тебе люди поверили и дапамаглі. Я не знаю, ситуация сейчас очень непростая. Есть нормальное количество людей, но, в принципе, помог я. Вот. Ну, и искать кого-то еще. Ну, я обратился к людям. Если есть какая-то возможность, то это было бы супер. Если возможности таковой нету, ну, значит, такой возможности нет. Ну, Несколько раз были случаи, в частности, есть такая группа, телеграм-канал «Белорусы в Лодзе». Я там работал в Лодзе на фирме, «Медорогусы». Неоднократно помогли детским домам с украинцами, просто белорусским давал, ну, бесплатно, в счет своей зарплаты, нуждающимся, там, какие-то овощи минимальные. Есть несколько человек, которые также приезжали сюда, в Варшаву, из оккупантов, в командировке. Я оплачивал этому человеку на несколько дней хостел. Ну, что я понимаю, что все мы должны быть один за одного. Если мы не будем с пулкой, брошенным сильно, ну, я табе скажу, что я думаю як бы тое добавить мне, в самае. принципе, нечего. Понимаешь, я в принципе думаю то же самое. Вот я телефон сейчас копирую. Вот, то есть, ну, понятно, ты объяснил, что у тебя ты там не думай нічога, я, просто з табой размаўляю так, што, задаю табе пытанні, каб людзі бачылі пытанні. І людзі, вы Ясно. тоже таксама можете задаваць пытанні, таму што, ну, я лічу сваім абавязкам, человеку предоставить хотя бы трибуну. Вот я скинул телефон в чат, на который ён кажа, да, пабліку туда можна перавесці. І зараз я перакіну, телефон гэты у апісанне, ролика. Вось. Таму што я ж не этот, не суддзя, я не ведаю его. Што б вы ни писали, если трэба, подожди, я и твой телефон дам. Мало ли кто-то захочет с тобой связаться, окей? Ну, просто, вот, может, скажут, слушай, покажи-ка бумаги, И скажут, покажи-ка протокол, да, ну, люди ж разные бывают, да. Продиктуй, пожалуйста, свой номер, я сейчас напишу тут. Польский, давай, свой. Диктуй. На через 21 месяц. заканчивается. 880, Подожди, 880 880 636 6 3 636 636. Дальше? 721. Это мой 7, польский номер телефона. 721. Это телефон з метра. 880 636 Да, я записал. 721. З Мой метро. личный. Да-да-да. Каневский, сябры. Так что если кто-то захочет что-то, какие-то подтверждения того, что человек попал, говорит правду, пожалуйста, звоните. Вот. Потому что, ну, по-всякому бывает в жизни. Ось. И я сам просто, когда вспоминаю Анатолия Федорова, да, и думаю, что кольки чакае нас, его зараз молодой человек трапіў у гісторыю. Ось. Так, ну, плохо его слышно, говорит. Так, что так рано начали эфир? Так, ладно тогда. Значит, оставлю я телефоны внизу. Но, а если тебе насобирают денег, то через 2 месяца ты пойдешь на працу. Так? Я, конечно же. Я думаю, к этому моменту точно стану нормальным. Ой, что-то видео полетело у нас. Так, ладно тогда, добре. Ну, сябры, я з метра отключаю. Вот. Если есть жаданне ему дапамагчы,
Ну, калі ласка, дапамажыце. Не, ну то не. У любым выпадку ну, такое павінна быць. Чалавек патрабуе дапамогі, я пра гэта должен сказаць. Все тада з метро, да пабачэння. Да побачення, всім дякую. Ну. Поважанное господарство, я, значит, не читал там комменты, потому что, ну, если бы это было раньше, возможно, как бы, я не для этого его звал, чтоб, ну, тут читать, магчыма, гэта цалкам правда. Вось, что-то я хотел яшчэ сказать такое, і забыўся. Ну, конечно, дзякуй за донат, Василина. Вось, дзякуй за донат. Что-то у меня с интернетом. Мы сегодня хотели с вирусом выйти поразмаўляць для спонсоров. Ось, вот это боролись. Ну, как бы, да вообще тут непонятно, вообще непонятно. Надо этот телефон ставить. В 10 часов по Минску мы выйдем с короче, да, просто, ну вот, вопросов нет, помогать нужно, всегда нужно задать вопрос. Ну, я просто подумал, что, а куды ён у іншае месца там, напрыклад, звернется, что его там Белсат покажет или что? Белсат его покажет, что он там страдает, ну или что? Я просто думаю, там, блин, а если с ним, ну, вообще все плохо, вот прикиньте, и пойдет чувак там куда-то бомжевать там или что, ну это ж вообще гамон. Вот я такого, памятаете Леню, да? Ну, не дай бог, я просто этого Леню знаю особисто, он был у меня в хате, так? И я просто уявляю, что это разумный человек с высшей адукацией, добро выхованы, бля, и он бомжует по этой Варшаве. Это вельми цяжка асэнсаваць, да? И он не нарик, не бухарь. Ну, жил у меня, ну, я просто вижу, как он себя поводит. И мы выпивали пиво там с гостями, и он вообще как бы ну, не пьет там, да. Ну, то есть как бы я ж видел, что абсолютно, ну, такое. И так подумаю, что праз гэта, ну, реально, кто дапаможет. Это ж просто ваша воля. То есть я показал человека, если у вас сердце для яго открыто, то поможите. Если нет, то не. Я тут у гэтым выпадку вообще, ну, ні пры чым. Только вось размешу той телефон, куды ему на блік скидать грошы і его телефон. Все тогда, паважаныя сябры, пакуль што, ну, да пабачэння. Вечарам праз 1,5 гадзіны мы с вирусом выйдем, обсудим дела наши грешные. Там, ну так, по-интимному, по-своему там поговорим, что происходит. Так что кто не является еще спонсором канала за 2 злотых в месяц, то запрашаю. Ось, запрашаю. Потому что, ну, незалежная журналістика требує падтрымкі і хотя бы кубачак кавы там, да. Ось, я зрабіў уже, ніхто не застрахован, что может случиться. Да вообще, так да вообще, конечно, это вообще, так он еще молодой, да, вот этот Федоров, он мне написал, короче, я вот поеду, не обещал ему, но поеду к нему, обовязково заеду. Ну, у меня там дела будут в Варшаве. Но не обещал, потому что кажется, что его там навещают через, так, так, 1 раз в 2 дня к нему приходят, ну, слава богу. Вось. Так что, Василина, Оксана, мы с вами, наверное, точно убачимся через 1,5 гадзіны. Ось, всем остальным дзякуй, што былі на сувязі, дзякуй, што глядзелі. Вось. І запрашаю стаць участником праграмы. Напишите мне у Телеграм в описании, и мы с вами поразмаўляем за жыццё, быццё. Все, жыве Беларусь, слава Украине. Беларус беларусу павінен быць беларусам, канешне. Да. Ну, всем дзякуй. Божа, не Амерыку, конечно, нех же и польская, слава Украине.